В начале совещания министр здравоохранения и соцобеспечения Томас Сахнакия сообщил, что в Абхазии пока не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Сахнакия также рассказал о превентивных мерах, которые будут предприняты Минздравом в ближайшее время. Ужесточение направлено на то, чтобы минимизировать контакты людей, особенно когда это касается массовых мероприятий. Ни в коем случае никаких спортивных, культурно-массовых мероприятий не проводить, в том числе с участием детского населения. Никаких школьных олимпиад, спортивных мероприятий. И мы готовы в соответствии уже с новым приказом, который вот буквально завтра выйдет у нас по Министерству здравоохранения, объявить карантин в лечебно-профилактических учреждениях нашей республики. Томас Сахнакия также сообщил, что Минздрав республики обладает бесконтактными термометрами, дезинфекционной камерой, а также вирусологической лабораторией. Кроме того, существует соглашение со Ставропольским противочумным институтом, готовым оказать Абхазии помощь при первой же необходимости. Обратились в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Я общался с руководством Минздрава России, с руководством Роспотребнадзора, которые в ближайшее время нам окажут всю необходимую помощь, антибактериальные и другие симптоматические средства в том числе. Дезрасторы, системы, тест-системы диагностические, которые выпускает сегодня Российская Федерация. Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева отметила, что на данный момент в республике наблюдается вторая вспышка острых респираторных заболеваний. По сравнению с прошлым годом, в нынешнем году заболеваемость гриппом населения меньше на 30%. Вакцины против коронавируса и большинства возбудителей острых респираторных вирусных инфекций не разработаны. Поэтому очень важны профилактические мероприятия. Во все школы были и детские дошкольные учреждения были направлены предписания по поводу профилактических мероприятий, то есть проветривания, дезинфекции, влажной уборки и так далее. Многие учреждения приобрели передвижные рециркуляторы, обеззараживатели воздуха, которые позволяют при их работе находиться в помещении. В отличие от старых кварцевых ламп, где нужно, чтобы люди ушли из помещения, эти как раз могут работать в постоянном режиме, что позволило несколько улучшить эпидситуацию. По дезинфектантам тоже по городу Сухум и городские учебные учреждения, лечебные учреждения обеспечены достаточным количеством на сегодня дезинфицирующих средств и создаются месячные неснижаемые запасы дезинфектантов в головных организациях. Как известно, до 7 апреля в республику ограничен въезд иностранным гражданам, введен карантин. Государственной службе охраны поручено оказать содействие Государственной миграционной службе в реализации мер по защите населения от коронавирусной инфекции. С 7 февраля по 1 марта запретили въезд 130 иностранным гражданам. С 1 марта вступило в силу новое распоряжение, и вот буквально за сутки уже запретили въезд 80 иностранным гражданам, это всего лишь за сутки. Совместно с пограничным отрядом, с пограничной службой, прошу прощения, то есть наши сотрудники стоят на границе и, в принципе, не пропускают никого. Я ответственно заявляю, что сотрудники пограничного отряда выполняют те требования, которые нам предъявляют соответствующие органы, связанные с карантинными мерами. Запрет на въезд в Абхазию иностранных граждан, за исключением тех стран, с кем у нас безвизовый режим. За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 89 071. При этом соотношение между смертельными случаями и полным выздоровлением 65 против 2926. На Алакове, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение.